уникальный на огромном пространстве всего Содружества независимых государств. Да, такой из стран СНГ есть только в Казахстане. Редчайший в глобально-мировом масштабе. В мире таких только 3. В Астане открылся Центр роботизированной медицины. Открылся по личной инициативе президента и стал не просто уникальной клиникой по проведению малотравматичных операций, но и центром по обучению специалистов для работы со сложным оборудованием. Назымгуль Кумыспаева продолжит. Современная медицина динамично и бурно развивается. И это ставит отрасль на самые передовые позиции мировой науки. Наша страна в этом плане не отстает, внедряя все более новые технологии. Ведь показатель здоровья определяет качество его жизни. О том, как меняется современная медицина под влиянием технологий и как уже сегодня лечатся казахстанцы, рассказали и показали главе государства. Международный референтный и обучающий центр роботизированной хирургии открылся на базе больницы медицинского центра управления делами президента. Здесь Нурсултану Назарбаеву в мельчайших подробностях продемонстрировали, как проводятся операции с помощью роботизированной техники. Нужно отметить, подобного рода проект на подсоветском пространстве создан впервые. Я думаю, большое событие в медицинской жизни нашей страны – установление. Я с самого начала участвовал в приобретении этого аппарата. Самое главное – учеба наших хирургов. И уже проведено 14 операций самым инклюзивным образом, бескровные, без полостных каких-то моментов. И делают это все наши люди. Действительно важнейшее событие. Много жизней спасет, много людей будут довольны и будут здоровы. Непосредственно хирургическое вмешательство, хотя и проводит робот, но происходит это под чутким руководством специалиста, от которого как раз-таки и зависит исход операции. А освоить новую систему врачам помогает американский хирург Дэвид Самади, который начал использовать роботизированную технологию одним из первых в мире. Большое спасибо. Для меня большая радость быть в Казахстане. А также спасибо большое, Нурсултан Абишевич, за приглашение, за возможность привести одно из довольно таких хороших инновационных роботизированных аппаратов в Казахстан и быть частью казахстанской команды. Мы здесь для того, чтобы помочь, поделиться опытом, для того, чтобы сделать все, чтобы местным врачам, местным хирургам было легче. Роботизированная операционная позволяет не только обеспечить казахстанским пациентам возможность, не выезжая за рубеж, получать качественные услуги в своей стране, но и привлечет в Казахстан еще больше медицинских туристов. Должны объявить нашим соседям по Центральной Азии всем, что можно здесь вылечивать и поправить здоровье, и нашим соседям по России. И это будет таким известным центром во всем мире. Сейчас мы занимаемся строительством онкоцентра. И этот аппарат онкологическим болезням является тоже уникальным делом, которое будет решать и такие вопросы. Преимущества роботизированной операции множество. К примеру, робот может проводить операции в урологии, гинекологии и общей хирургии. О самочувствии пациентов после такой операции глава государства поинтересовался лично. Желчно-каменная болезнь, камни в желчном пузыре. Провели на роботе операцию 6 суток. Камни за пазухой. Все убрали? Все убрали, чувствует себя прекрасно. Когда сделали? 6 дней назад, сегодня домой. Вот я привез американский аппарат в Казахстане. Ни у кого такого нет. Вы как раз попали. Большое спасибо, Нурсултан Абишевич. Все новые технологии я увидел, поступив сюда. Я сам академик, профессор. Обрадовался, увидев инновационные технологии. Сегодня на те процедуры, которые занимали 4-5 часов, при открытой операции уходит максимум до 1,5 часов. Пациент больше не теряет много крови, да и процесс реабилитации идет быстрее. Здесь наша пациентка с города, сама учительница, она тоже желчно-каменная болезнь, поступила 5 суток назад, мы сделали на роботе операцию. Чувствует себя прекрасно, кушает, уже сегодня будем выписывать ее домой. Попали на новую установку. Хорошие врачи. Не переживайте, выздоравливайте. Будьте здоровы. Эта технология, по сути, меняет медицину. Операции становятся еще безопаснее. Ведь каждое хирургическое вмешательство подобно ювелирной работе. Ошибок быть не может. На кону жизнь человека.
Такого нет на постсоветском пространстве, только у нас. Я ее установил для того, чтобы таких людей, как вы, не резали, оперировали закрытым методом. Вот вы за один день выздоровели. Трехмерное изображение позволяет хирургу видеть то, что скрыто при обычной операции. А это снижение человеческого фактора при хирургическом вмешательстве, совсем небольшие надрезы, а иногда просто проколы тканей. Никаких следов не осталось, как будто и не было операции. Восстановление на самом деле прошло очень быстро. На третий день уже мне сняли швы. И первый же день после операции я спокойно ходила по палате. Как бы никакого дискомфорта, ничего не ощущалось. Этот медицинский центр решает еще одну очень важную проблему – дефицит квалифицированных кадров. Здесь точно такой же робот обучает роботизированным операциям не только хирургов из Казахстана и России, но и стран Центральной Азии. А все потому, что в мире таких центров всего 3 – в США, Италии и у нас в Казахстане. При помощи второго робота будут проводить клинические испытания и научные разработки с использованием современных роботизированных технологий мирового уровня. Обучаются не только хирурги, но и медицинские сестры. Создается междисциплинарная команда специалистов, которые не только выполняют хирургические виды лечения, но и проводится очень глубокая диагностика всего организма. Поэтому процесс обучения, он и будет и дальше развиваться. Ко всему прочему, в больнице управделами президента действует центр сердца, где за короткий срок лечат сердечные заболевания. Здесь также есть единственная в Казахстане мультидисциплинарная команда по лечению эпилепсии и гибридная операционная, которая позволяет совершать несколько операций одному человеку одновременно. В планах открыть геномную лабораторию и новый стационар. В декабре 2018 года, уже вот в этом месяце, в следующем, планируется внедрение 11 инновационных технологий, которые позволят сделать генетический паспорт практически любому гражданину Республики Казахстан. В следующий год мы начинаем строительство стационарно-лечебного корпуса на 200 коек. Увеличится новых отделений на 7. Перспектива хорошая, результаты должны быть. Сегодня инновационные технологии ежедневно возвращают здоровье десяткам тысяч пациентам. И во многом развитие современной медицины зависит от самого процесса инвестирования в отрасль, что в полной мере понимает глава нашего государства, уделяя этому особое внимание. И появление новых технологий в казахстанской медицине – яркое тому подтверждение. Назымгуль Кумыспаева, Жандос Битабаров, Хасен Умаркулов и Алмаз Умаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента. Жетыкун.